Саня потом залезет и уже не поместится. Я говорил, когда мы не строили, не землю, положительно сразу же давали. Это как правило, они прибавили к нему. Ну что-то, короче, не сказали, что надо еще строчки. Что типа комментатор. Там просят коммента запускать уже. А? Просят запускать коммент. Запускать? А сколько минут? Написали. Что Значит запускать? Ну, подключиться, проверить все. Я уже лезу. Вот сейчас тебя обрадует. Ты что будешь человек снимать? Да? Да, вообще пиздец. Там еще так вот замучено все. Он замучено сейчас все, твоя мать называется. Ну, там на тихом стоит. Конечно, он тут вообще будет не в массе. Так тут не Блин, слушай, надо, наверное, просить, чтобы не снимал сегодня. Вряд ли. Как будет тренером, а?
да, но если сейчас сюда громила мой брат залезет, это будет... Ах, звони. Алло. Но. А? Не знаю. Бегают. Сейчас. Будете сказать что-нибудь. Сейчас. Раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, три, два, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, 4, 2, 1, 3, 7, женская высшая лига 2024, Днепр, Минск. Ну. Ну, сейчас, я ж не знаю, написал, что ты... Ну, что бегаешь? Так вот только что говорили, все, я ж написал. Сейчас, подожди, должны же ответить телеграм. Попробую болтать. Подождите, еще раз. Еще раз поговорить? Раз, два, Ну, три, вот раз, сейчас два, 4, говорят. 3, 2, 1, 7, 8, 9, 6, 4, 8, 8, 3, 5, 1, 2, 3, 3, 2, 1, женская высшая лига 2024, Днепр, Москва, Минск, номер 7, главный судья Мария Гуско, первый помощник Семен Игоревич, второй помощник Миша. Хорошо, я уже тут авто включал и все. Ну, может быть он пойдет на встречу? Так, Миша. я сейчас не Ну, на как мы авто. втроем? Это вообще будет. Но я сейчас его включил, потому что было темно вообще, если я его выключаю. Ну спроси под этим. Экспозицию чувствую. Я сам. А? Что там? Не, я подойду. Ну, подойти темно же спросить получается. всегда можно. Не разрешить, так не разрешить, господи. Проблема что? Откуда? А откуда еще можно? Придумай, что ли? Ну. Команда съездит. Первый.
Номер 14 Полина Паричи. Номер 18 Валентина Капункина. Номер 26 Леонид Яготенко. Номер 28 Татьяна Дашкова. И номер 98 Вероника Янченко. Голубый Михаил Соболев. На сегодняшнем матче на победу детского тренировочного составе главный судья Мария Гуйко, ее помощники Кирилл Ильич, Денис Ильдов, четвертый судья Олег Левченко, инспектор матча Василий Ильиновский. Какой-то там момент, такой травмы, там, ну, не дай бог, там, тоже приписывают. Тяжелая артиллерия. На тебя не быть. Не, ну, естественно. И главное, помнишь, жмурки, не нервничай. Все будет хорошо. Володя ведет 4-0 в Брест, я удивлен. Нормально. Блин, ну посмотри, я думал, поймают его там, нет? Да? Они уже вроде включили. А? Да, я вижу, что да, в чате интересно, что Минск забил просто 2, это ведь один. Все, девочки, девчонки. Девочки, меньше текста, больше работы. Добрый день, уважаемые друзья! Приветствую вас на канале «Женский футбол Беларуси». Предпоследний поединок 7-го тура женской высшей лиги. Рублевский Днепр принимает футбольный клуб Минск в местном манеже. Меня зовут Альбина Леня. И сейчас мы с вами, конечно же, фильм по традиции послушаем, но затем будем уже следить за перипетиями. Я уверен, этой бескомпромиссной игры.
Сбоку. Посередине нельзя. Что ж, друзья, команды приветствуют друг друга. Мы с вами, в принципе, готовы уже рассказывать о главных действующих лицах. Ну, конечно же, судейской бригады, естественно, нужно начинать. Мария Буйко представляет она Лиду, главное сегодня на футбольном поле. И ее помощники, представители сильного пола. Мы говорим, это Кирилл Некревич и Денис Утовка. Оба представляют Гродно. Четвертый рефери макелевчанин Олег Бурченко. Ну и инспектора, конечно же, нужно представить. Это Василий Калиновский, в прошлом известный наш арбитр, он из Минска. Ну и стартовый состав, конечно же, с Минска мы начинаем. Главный тренер команды Андрей Юрьевич Пышник. 31 номер, голкипер Алена Грязнова, по традиции защищать будет ворота Минска вот в матчах, если, конечно, эта команда не играет с заведомо слабыми соперниками. Второй номер Ульяна Астаула, четвертый Карина Станкевич, шестой Александра Самойлова, седьмой Валерия Белая, девятый Лиана Мирошниченко, номер 10 у Даниэлы Седали Куты, легионера из Мозамбика, 14-й Мария Демидова, она представляет Казахстан, 23-й Надежда Воскобович, 70-й Влада Пашковская и номер 88-й Мирослава Зубко. Могилевский Днепр, главный тренер этой команды Михаил Викторович Соболев. Светлана Коломейцева-Корбут, номер 12, вратарь. 7-й Виктория Борлюгова, 9-й Валерия Барбаренко, 11-й Алина Конева, 13-й Ксения Карпова, 15-й номер у Каролины Житко, 16-й Яна Домин, 17-й Татьяна Мистюкович, 23-й Юлия Денисенко, 27-й Полина Цибульская и 97-й Евгения Якусик. Встреча наша стартовала. Мяч у Влады Пашковской, по флангу она отыгрывается, и сразу же в центр мяч переводит Надежда Воскобович. Там была Алина Конева на опережении, и, в общем-то, на подборе центральная защитница Днепра здорово сыграла. Я думаю, что будет стараться Минск с первых минут мячом овладеть. Естественно, на правах команды, которая в этом чемпионате не теряла очки, да и в этом сезоне она еще не проигрывала и даже в ничью не играла. Удар поворотом у нас первый. И вопреки тому, что я только что сказал, удар этот как раз-таки могилевчанка наносит Татьяна Мистюкович из-за предела штрафной. Ну, согласитесь, выцеливала в дальний угол, неплохо это дело. Правда, в створ и ворот она не попадает. Ну, в общем-то, статистику в любом случае, первый этот самый удар поворотом как раз-таки могилевчанкам будет занесен, конечно же, ну, пусть и локально, но очень хорошая новость для болельщиков, которые смотрят нашу трансляцию, естественно, ну и те, кто пришел сегодня поболеть за могилевчанок, они, конечно же, тоже сейчас, ну, восхитились, наверное, немножечко этим вот ударом. Минск уже на чужой половине, Белая отыгрывается назад, здесь Надежда Воскобович, точная передача на Белую, продление в центр, Седалия Кута, Белая. Ну и пятка играет на Ладу Пашковскую, положение вне игры, да, сейчас очень внимательно. Денис Утовка зафиксировал офсайд. В прошлом туре, может быть, уже нужно об этом начинать рассказывать, начинать напоминать. Минск играл дома, естественно, с Брестским Динамо, ну и, в общем-то, победил со счетом 2-0, победил уверенно, правда, конечно, с реализацией у подопечных Андрея Пышника определенные проблемы возникали. Да, мы знаем, что Дарья Виноград, голкипер Брестского Динамо, в этом сезоне уже феерит в первом круге, в общем-то, переживает, как я уже не единожды в эфирах на матчах женской высшей лиги говорил, переживает она такой вот, ну, как птица Феникс, да, восстание из пепла, можем ли так говорить, в общем-то, сборная даже вызывается, поэтому, конечно, на незаменимый абсолютно игрок в составе команды Андрея Сычка, капитан ее, ну и много раз она выручила, тем не менее, Минск, вице-чемпион нашей страны, одержал победу со счетом 2-0, Валерия Белая и Седалия Кута. А вот по разу за тайм. Белая в первом,
Воркута, соответственно, во втором поразили ворота Брестского «Динамо». Могилевский Днепр, в свою очередь, наведался в столицу, ну и, в общем-то, мало что получилось у команды Михаила Соболева, 0-8 у нас горело. Чемпиону «Динамо» ФК, ну, абсолютно без шансов. Опять-таки, в разрезе этого матча тоже я не могу не сказать о голкипере Светлане Николаевне, которая повышал там серьезно, так, что за 10 вообще могло бы показаться, если бы не уверенный голкипер. Домин передачу на Нестюкович делает, Нестюкович мяч не контролирует, ну тут здорово, что в площади рядом с ней сыграла Надежда Воскресенья, сопровождала она соперницу, ну и однако подальше мяч выбивает за боковую линию, а его из аута ведет Валерия Барбаренко. Нестюкович, Барбаренко в касании Якуси, мяч зависает, и туда граница штрафной приходит, но вот Домин все-таки, точнее, Житко за него не зацепился. Карпова издали пытается пробить, но удар у нее сильно не получается. Да, ну вот по составу, конечно, определенные ремарки можно сделать. Нет сегодня заявки есть по Виктории Казакевич, у нее повреждение, травма колена имеет место, поэтому она вне игры и вообще в заявке отсутствует. Кристина Киянко также, наверное, не в лучшей форме, тоже у нее были проблемы перед предыдущим матчем, и она не играла, сегодня в резерве находится, но вот не знаю, по поводу ее готовности, я так понимаю, что пока не рискует, Андрей Пышник, и на поле она не появляется. В штрафной площади оказывается с мячом Лада Пашковская, но это снова невнимательность от 70-го номера диска и положение вне игры. Снова надо отметить никого иного, как Дениса Утовку, Гродненского помощника, прекрасной Марии Буйко. Ну, наши, конечно, девчонки, чтобы их хвалили, арбитры в том числе. Ну вот сегодня так получилось, что на встрече с участием Марии Буйко, поэтому, конечно же, мы могли передать привет. Ну, я думаю, что вот будет слышать, может быть, трансляцию, или кто-то ей там не знакомый. Скажет, комментатор, что-то лестно отзывался. Ну, будет приятно, мне будет сложно. И тоже, конечно, хорошие эмоции. Ализа хорошо говорит. Ну да ладно, наверное, мы эту лирическую эмоцию закончим. Показывает сейчас. Скажу, что Пашковской надо подальше отойти. Почти уже вот в центре поля. Мяч жалко вводить. Белая. Перевод в Адоксане Супко играет, но не очень удачно это делает. 88 номер, да, она очень хорошо поединок, кстати, проходит, если мама провела удар. Что мы видели, вот Мария Зинитова не очень, конечно, получился, мяч там попадает соперника. Житко просто вперед, ну, конечно же, здесь Алена Грязнова раскатывает на границе площади штрафной. И сейчас накрывает видимо, лично, вряд ли дистанции пытаться застать Ростова. Заканчивается у нас 7-я минута, Конева, разбивка, Денисенко. Разводит Мария Бушева, не было фола. Можно продолжать встречу, хотя не готов. Соболев, ему, как мы знаем, все хорошо палец в рот не. Тем не менее, пенальти это матча пока никто не назначал. Ну, кто хочет, может отметить ресурсы больше. Даже посредством нашей съемки какой-то не было, чтобы чтобы ставить на почку. Пашковская здорово сейчас отыгрывает Юлия Денисенко, но девчонки не цепляются надолго. Воскобович встречается в центр, Самойлова. Открывается подачу делает Лада. Нужно сыграть спокойно Полина Цибульская.
Не знаю, как получилось, спокойно или нет, но мяч за линию ворот укатывается, и удар от этих самых ворот выполняет Светлана Конева. Прекрасно. В матче с Динамо Бутыль-Сука вот раз за разом соперницы вот в этом прессинге, когда мы начинали начинали, от этого метода ухода из обороны в середину поля, и в конечном счете, конечно же, цель ставится выйти в атаку, подопечные Михаила Сергеева уже выходили, и соперник этим пользуется. Да, ну вот тренерский штаб гнет свою линию, ну, сейчас, благо, все получилось неплохо у Бутылевской команды. Она зарабатывает стандартное положение угловой, и Валерия Барбаренко, ей удобно левой ногой сейчас будет мяч стараться туда ближе к стволу закрутиться. Алене Грязновой нужно быть очень-очень внимательным. Да, читаю ваши комментарии. Ну, буду стараться погромче, конечно, говорить. Здесь от техники много зависит. Подача, удар по воротам. Каролина Житко головой наносит. Не попадает в створ. Ну, смотрите, уже второй удар по воротам не точный. Пусть и не точный, но могилевчанки наносят. Так что, я думаю, дебют встречи, конечно же, остаются за подопечными Михаила Соболева. Это надо признать. Да, комментатора вообще не слышно, надо пушка микрофон. Ну, друзья, не знаю, чем я могу помочь. Настраивать нашу аппаратуру перед игрой. Ну, таковы условия проведения трансляции. На это ваш покорный слуга точно никак повлиять не может. Да, ну, коллеги слышат, не знаю, в режиме оперативно как-то, может быть, эта проблема может быть разрешена, но я ее озвучил, дальше будет как будет. Нападение на игрока Могилевской команды и фол в атаке со стороны игроков Минска. Снова штрафной в пользу хозяев поля. Да, в манеже матч проходит. Действительно, есть здесь возможность сыграть как раз таки при искусственном освещении. Поэтому вот в Могилеве как раз таки в 6 вечера игра и ставится. Ну и уже, кстати говоря, не впервые. Друзья, вы должны реалии понимать наши, поэтому я прошу слишком немножко комментариев не гневаться. С мячом Надежда Воскобович, она уже в штрафной площади, передачу на Куту делает, удар по воротам, и мяч проходит вперед. Как же обидно пропускает мяч под мышкой Светланы Коловицева-Корбус. Да, для голкипера, конечно же, очень-очень момент неприятный. Ну и классную атаку быстро удалось горожанкам провести. Передачу делала Надежда Воскобович. Точно в ногу мяч мозамбийской легионерки вложил. Ну это в касание все-таки пробила Светлану Корбут. Очень обидный мяч. Да, у Могилева было преимущество, но все-таки вперед более классная команда выходит. Да, я имею в виду, конечно же, горожанок, поскольку, ну, вице-чемпион все-таки это и, да, по сути, это первая осмысленная атака, она у нас закончилась, атака, я имею в виду Минска, конечно, закончилась она взятием ворот. И случается это на 11-й минуте. Даниэла Седалья Кута отличается у нас в передаче Надежды Воскобович. Еще раз скажу, Кута играет за национальную сборную Мозамбика. И не единожды, в принципе, Андрей Пышник говорил о том, что делается акцент вот, при поиске легионеров, конечно же, именно на игроков своих национальных команд. Ну и Марию Демидову в этом разрезе, конечно же, нужно отметить. Ну и Алена Грязнова, я думаю, где-то все равно она у Юрия Красножана в памяти всегда есть. Приезжали россиянки, которые отстранены от официальных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА в Беларусь для проведения учебно-тренировочных сборов и спаррингов с белорусской командой. Ну вот на одном из них как раз-таки Алена Грязнова вот со своей командой работала.
Ну, почему комментатор говорит сам собой? И если вы намекаете на то, что не слышно, ну, друзья, ничего я с этим поделать не могу. Еще раз пытаюсь вам это сказать. Ну, если что, в принципе, всегда можно на кнопку мьют нажать и, в общем-то, смотреть вот безмолвную трансляцию, раз уж так вас это отягощает. Да, слышно, Тусик Грязнова отписала, но я очень этому рад. Мяч в руках Лады Пашковской. На Воскобоевича она играет, Пашковская смотрит вперед, снова на Воскобоевич. Посмотрите, как неплохо-то удается вот как раз-таки выходить вот из одного фланга на другой, мяч переводя. Демидова. С мячом Зубков встречается. Ну, ее здесь пытается накрывать Полина Цибульская. Евгения Якусик, по-моему, это была все-таки. Нет, Цибульская, все верно. У Якусик 97 номер, у Цибульской 27. Не мудрено их спутать, но Евгений Якусик больше так играет под нападающим. Да, может быть, где-то на позиции даже форварда скорее. Ну а вот на правом фланге обороны воспитанница Могилевского Днепра Полина Цибульская, конечно же, на нее возлагаются большие надежды. Да, есть потери, в том числе и у Днепра. Алина Абдулаева травмирована, сегодня она сыграть не сможет. По-прежнему Александра Ковалева, голкипер, также испытывает проблемы со здоровьем. Ну и Марина Пушкарь, тоже мозговой центр команды, одна из тех, кто определяет игру Днепра, вот уже не первый сезон, тоже травмирована. Так что да, вот эта кадровая ситуация, конечно, у Днепра, она абсолютно незавидная, и есть проблемы. Есть проблемы у Михаила Соболева, тем более, что вот как раз-таки этот гол вообще не вытекал из логики того, что мы с вами видели вот на протяжении первых 10 минут. Ну а на 11-й горожанки вышли вперед. Атака правым флангом развивается. Валерия Белая делает диагональ налево. Мирошниченко до мяча, конечно же, добежит. Открывается Седалия Кута. На нее передачу делает Мирошниченко. Кута! Пас на Белую. Ну и будет удар поворота в дальний угол. И не попадает Мирослава Зубко. Какая еще одна великолепная атака Минска. Ну и, конечно же, если бы Зубко там все-таки выцелила в дальний угол, смогла ли бы Светлана Коломейцева-Корбут выручить? Это, конечно, вопрос риторический. Не знаю я на него ответ, но вы, друзья, если все-таки у нас повтор, да, появился, могли бы оценить, насколько была бы близка к сейву талантливый голкипер могилевской команды. Сразу же, вот после того, как могилевчанки мяч вводят от ворот, отнимают его соперницы. Ну и вперед идут Пашковская, цепкая защитница, которая, конечно же, очень здорово и в атаке играет. Вот сейчас передача от Пашковской на Мирошниченко, но здорово. В последний момент у многоопытной Лианы мяч из-под ног выбивает Ксения Карпова. Угловой для горожанок. Да, Михаил Годинский тоже вот отвечает, что стало получше слышно. Да, коллеги все-таки вмешались, за что я их очень серьезно благодарю. Итак, Лиана Мирошниченко, угловой будет в ее исполнении. Футболистка снова в Минске. Хорошие годы она ранее провела там. Подача, удар поворотом и забивает Александра Самойлова. Забивает Александра Самойлова. Ну вот какая у нас там минутка на табло. Да, к сожалению, вот из-за маячащего Олега Гурченко не очень хорошо мне видно. Да, на 17-й минуте Александра Самойлова делает счет уже 2-0. Ну и вот снова, как и в матче с Брестским Динамо, после углового забивает Мирослава Зубко. Ну вот тогда, неделю назад, Валерия Белая отличилась тоже вот после подачи Лианы Мирошниченко. Да, стандартное положение, это, конечно, серьезная сила. Ну, тем более для такой амбициозной команды, участника Лиги Чемпионов, я напоминаю, как Минск. И что здесь? Фол, да, свалила сейчас Александра Самойлова на Евгений Якусик. И будет у нас первое предупреждение. Да, Якусик больно. Безусловно, фол имел место. Ну и вот так Самойлова забила, а через минутку уже и желтой карточкой отметилась.
Благо с Евгенией все хорошо. Штрафной удар будет выполнять Татьяна Нестюкович. Ну, это перспективный стандарт. Не думаю, что, конечно, Нестюкович станет бить поворотом вот с этой позиции. А она это делает, вы посмотрите. Но врасплох, конечно, таким ударом многоопытного вратаря Алену Грязнову. В девичестве Беляеву, хорошо ее помню, по выступлениям за саранскую мордовочку. По-моему, она там и пересекалась с нашей Анной Пилипенко, футболисткой Динамо БГФК и лучшим игроком прошлого чемпионата и прошлого сезона вообще в Белоруссии. Могу я, конечно, что-то путать, друзья, если так, то поправляйте меня. В общем-то, давно уже Грязнова в большом футболе, и в сборной она успела поиграть, и она... кстати говоря, друзья, поймал себя на мысли, что сегодня-то у нас на поле две мамы, оба голкипера, Алена Грязнова и Светлана Коломейцева-Корбут. Вот такое у нас противостояние интересное. Я думаю, если Света с Аленой не знакомы, могут они не только футбол после игры обсудить, но и как там их малыши растут. Да, очень интересное такое наблюдение на самом деле. Мяч здесь могилевчанки все-таки отвоевывают. Домин по флангу, но и не поверила все-таки Юлия Денисенко, что именно вот туда, в эту свободную зону, 16-й номер мяч направит. Да, есть, конечно, огрехи еще во взаимопонимании между игроками могилевской команды. Ну, это есть класс, уровень игроков, да. Конечно же, по-другому, наверное, здесь говорить не приходится. Еще раз скажу, 11 и 17 минуты стали счастливыми для Минска. Сначала Даниила Седалия Кута отличилась, но затем уже это сделала Александра Самойлова. Якусик мяч тянет, фалит Валерия Белая. Ну что, еще один стандарт в пользу Днепра. У нас уже сыграно 20 минут. Скоро экватор первой половины. Да, я думаю, что, конечно, вот с учетом этого очень хорошего начала, дерзкого, бойкого от могилевчанок, вот, лицезреть болельщикам Днепра такой счет, конечно же, довольно печально и горько. Но что есть, то есть. Еще впереди очень много времени играть. Хотя, конечно, задел очень хороший для того, чтобы выиграть. Минск уже создал. Каролина Житко. Удар поворотом издали наносит, но мяч пролетает выше перекладины. Каролина Житко уже забила 7 мячей в этом чемпионате. Ну вот, на втором месте она располагается в списке бомбардиров. Ну а единоличное лидерство после прошлого тура захватила Анастасия Шупо. Ну вот сегодня в Гомель подопечные Юрия Малеева съездили, ну и добились очень крупной победы со счетом 12-0. Я вот сейчас пробегаюсь и вижу, что Шупо 2 мяча забила. Таким образом, у нее уже вот 13 голов. Это хороший показатель. Ну, 13 голов после 7 туров. Соответственно, вот почти что 2 мяча в среднем за игру Шупо забивает. Ну вот как сегодня себя проявит Каролина Житко. Конечно, будет ей очень сложно. По сути-то ни одного маломальски серьезного момента могилевчанки в игре с чемпионом не создали. А как будет с вице-чемпионом? Ну вот уже 2 удара, пусть и не точных. Мы увидели, Житко, мы помним, головой пробивала. Житко пробивала сейчас со штрафного. Ну еще там был очень неплохой момент. На самых первых минутах тоже там мяч пошел мимо ворот Алены Грязновой. Ну, в школе я стал говорить по поводу результата 7-го тура. Скажу, что Зорка сегодня в Пинске выиграла 8-0. В Гомеле Динамо БГФК 12-0. Ну и еще один матч состоялся. В Бресте команда Андрея Сычика уступила АБФФ У-19 со счетом 0-4. Вот такой вот результат. Ну и в следующем туре Могилевский Днепр отправится в гости как раз таки вот к команде, которая выступает под вывеской Федерации
футбола. Еще один стандарт у ворот Светланы Корбут. Сейчас ей, защитницам, нужно быть очень-очень внимательными. Эти подачи таят серьезную угрозу. Не пробивает Станкевич. Все-таки мяч у Карины. Она покидает с ним пределы штрафной площади. Против нее Цибульская. И хорошую передачу все-таки на Воскобойевич делает Станкевич. Мяч уходит, и мяч остается за Могилевчанкой. Да, какие-то есть все-таки там проблемы у Евгении Якусик. Она на 5-й точке на газоне. Ну и помощь ей, конечно, сейчас медицинский штаб окажет. Самойлова, молодежь рулит, пишет Михаил Годзинский. Гол. Михаил Годзинский. Михаил, если что, я могу представить нашего уважаемого зрителя. Это никто иной, как папа Ани Годзинской, которая сегодня в резерве у Андрея Пышника. Но уверен я, что при таком развитии событий получит она игровое время. Конечно же, Михаил с этой причины будет очень-очень рад. Ждем мы, конечно же, молодую воспитанницу футбольного клуба «Минск» на поле. Выходит Корбут за пределы штрафной площади. Здорово играет Света сейчас. Нестюкович. Юлия, Минск вперед. Ваши болельщики с вами. Зубко. Открывается, посмотрите, за спины защитниц. Надежда Воскобойевич, ну не знаю, дошел, если бы до нее мяч был бы офсайд или нет. Удар поворотом от Воскобойевич мимо. Да, очень активно, конечно, Надежда. Это младшая сестра голкипера национальной сборной Беларуси Натальи Воскобойевич, которая за «Зенит» играет. Ну, такими темпами, я думаю, что в Санкт-Петербург сестру-то Наташа заберет в скором времени. Но растет Надежда. Я думаю, как раз-таки вот в футбольном клубе «Минск» ее такое серьезное основательное взросление и происходит. Напоминаю, что обе сестры-воспитанницы школы Арцор БГУ, которая на Семашко в Минске находится. Легендарная школа, которую очень долго возглавлял, царствие ему небесное, Владимир Антонович Пигулевский. Вообще, оттуда очень много футболисток вышло, которые и ранее, и сейчас определяют цвета нашей женской национальной сборной. Плодовитая школа, но, наверное, в последнее время вот как раз-таки не задерживаются они надолго, эти самые их воспитанницы вот в основной команде. Зорко БДУ уходят на повышение, ну, таковы реалии, да. Человек, естественно, ищет, где лучше. Футболисток это, я думаю, касается не в последнюю очередь. Денисенко назад играет на Карпову. По флангу Надежда мяч запускает. Ну и что, Борлюгова зацепится или нет? Против нее Станкевич. Борлюгова. Разворачивается Виктория. Якусик пытается ее поддерживать. Но вот назад играет почему-то Виктория Борлюгова. Нет продолжения впереди или не знает Вик, что делать с мячом. Ну вот так. Конечно, без продвижения сложно. Диагональ пошла от Коневой. Там спокойно сыграла Демидова. Борлюгова вперед. Ну и здесь головой очень спокойно играет все та же Надежда Воскобойевич. Да, разминалась у нас еще один гол. Только я хотел сказать по поводу того, что разминалась, принимала участие вот в подготовке к игре вместе со всеми Лони Каваску, легионер, еще один из Мозамбика. Как вот ее соотечественница делает счет уже 3-0. Да, огорчает она снова Светлану Корбут. Вышла с ней 1-1. И, конечно, все очень сделала мастерски
Седалия Кута. Да, Ланика Васку, она тоже играет за национальную сборную Мозамбик, так что не отходит вот от своих слов. Андрей Пышник, ну пока, я так понимаю, Ланика Васку еще не заявлена в этот чемпионат, поэтому вот пока она с командой, но еще не может играть. Да. Седалия Кута делает уже голевой дубль. И таким образом счет 3-0. Я напоминаю, что 0-5 первый тайм проиграли могилевчанки Динамо БГУФК. Но если такими темпами, конечно, все у нас будет развиваться, то, безусловно, может и повториться эта история. На 27-й минуте второй раз Кута отличилась забитым мячом. Еще одна атака горожанок. Ну, здесь Надежду Воскобович опережает Валерия Барбаренко. Ну, тем более, что офсайд был зажжен. Ну и здесь Кута лежит на газоне. Нам, конечно же, не хотелось бы, чтобы травму Мозамбика получила. Общаются сейчас с ней подруги по команде, ну и помогают подняться. Ну, я думаю, что все будет хорошо с 10-м номером. Ну и Буйко. Мария тоже к ней подходит. Общение между рефери и футболисткой происходит. Интересно, на каком языке сейчас. Вероятно, на английском пытаются общаться эти милые девчонки. Так, Алина Конева будет свободный удар выполнять. Там на правом краю мяч просит Цибульская, но короткий розыгрыш. Барбаренко и ошибается Валерия. Аут в пользу Минска. Пашковская. Да, не чувствуется заряженности от некоторых игроков Могилевского Днепра. Я думаю, что не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы тоже это отметить вместе со мной. Но мне просто это чувствуется, наверное, лучше, чем тем, кто по ту сторону экрана находится. Потому что я непосредственный свидетель, нахожусь в манеже. И вот отсюда для вас, друзья, еще раз скажу, на YouTube-канале «Женский футбол Беларуси» вещаю. Кстати говоря, есть ссылки под этой трансляцией на социальные сети одноименные. Так что подпишитесь, кто еще вот за 3 года, уже больше, 3,5 работы этих соцсетей еще на них не подписался. Грязнова, Асаула. Но у защитников, в принципе, Минска сегодня работы не так уж и много. Хотя, опять же, вот эти 10 минут стартовые очень хорошо Днепр провел. Конева. Домин очень неплохо. Против нее Станкевич. Домин мяч укрывает и играет направо. Карпова. Карпова грузит штрафную площадь. Барлюгова. Ну и что, достанет Житко? Да, достает. Угловой заработать не получилось. Против нее Демидова. И мяч уходит от казахстанской легионерки. Ну, хотя у нас Казахстан, в общем-то, в таможенном союзе, поэтому эти игроки легионерами в белорусском чемпионате не являются. Но это так, на всякий случай, если кто-то забыл. Аут в пользу Днепра. Открывается Барлюгова под Домин. Ну и что, был фол, да, все-таки Барлюгову завалила Мария Демидова. Ну и там мяч почти что возле угла штрафной площади будет установлен. Но, знаете, скажу так, сейчас или никогда нужно постараться в дальний угол мяч закрутить с левой ногой, рабочий для Валерии Барбаренко. В таком случае, я думаю, Днепр сможет немножко так себе настроение поднять. Все-таки счет уже у нас разгромный. Итак, смотрим. Удар поворотом. И мяч попадает в сетку, но с внешней стороны. Все-таки решила по-другому. Не в дальний угол пробивать, а в ближний. Левоногая защитница Днепра. Ну и прогадала. Немножко мяч не направила в створ. Хотя бросок все-таки там Алена Грязнова сделала, как вы могли видеть. Разыгралась Ниника в начале сезона, выглядела очень слабо.
один из наших пользователей написал в чате трансляции. Да, соглашусь, конечно же, нужно было африканке время на адаптацию. Мы помним ее невзрачный, в принципе, матч за Суперкубок, который Минск выиграл, тем не менее. Мы помним матчи первых туров, но да, теперь уже, конечно, то, что мы видели ранее, и то, что сейчас представляет из себя Кута, конечно, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Вот сейчас как раз-таки на ней снова были правила нарушены. Очень интересно, на самом деле, на вот вторую мозамбичку, или Мозамбику, наверное, так будет правильно говорить, посмотреть в деле, но сегодня в Могилеве этого мы сделать не сможем. Если честно, немножко я даже разочарован был, когда узнал, вот, что еще она пока вот играть не сможет, не заявлено. Снова у нас пауза, снова оказывают помощь игроку из африканского континента. Матильда Лужесникова. Минск вперед. Минск и так впереди. 3-0. Но, конечно же, поддерживают эту команду многие, в том числе вот среди аудитории в чате нашей трансляции. Спасибо вам за ваши сообщения. Михаил Годинский, Мозамбики, несколько восклицательных знаков. Приветствует, я так понимаю, Михаил, вот этот голевой дуплет в исполнении Куты. Она пока поле покинула. Ну и неужели понадобится замена? Пока штрафной удар, мяч принимает. Пыталась развернуть атаку Мария Демидова. Мирошниченко, насколько хороша в центре, вот в подборе, в перехвате. Да, конечно, опыт этой брещанки чувствуется. Конечно, незаменимый игрок для Минска, я думаю, вот в этом варианте состава. И, конечно же, очень будет интересно посмотреть на Лиану с ее опытом в Лиге Чемпионов. Конечно, до нее еще далековато, но я уже, наверное, в предвкушении нахожусь. Вообще интересно всегда. Чемпионат чемпионатом, да, он у нас в Беларуси такой, что во многом матчи заканчиваются очень даже предсказуемо, а вот международная арена, матчи сборных, это, конечно, совсем другой коленкор. Кстати, говорят, турнир развития среди девушек до 16 лет вчера в Минске стартовал на поле с искусственным покрытием технического центра АБФФ проходят все матчи. Ну и сборная Беларуси, кстати говоря, добилась победы над азербайджанскими сверстницами со счетом 3-0, 3-1, прошу прощения, вчера. Ну а турчанки были сильнее казахстанок со счетом 5-0. Все матчи транслироваться будут на YouTube-канале Ассоциации Белорусская Федерация Футбола. Так что, друзья, кому интересно, приходите, вход свободный. Ну а кто не может прийти, то включайте. Следующий матч завтра сборная Беларуси проведет против турчанок в 15:00. Хороший турнир, конечно. Не зря он турниром развития является. Даже из названия следует, что вот играют там не на результат, турнирная таблица не ведется, но и интересный регламент. Каждая участница этого турнира минимум 90 минут вот за 3 игровых дня должна на поле провести. Штрафной удар в пользу Днепра. Барбаренко, заброс, конечно, здесь на выходе должна сыграть Грязнова, но вот с первой попытки мяч у нее зафиксировать не получилось. Тем не менее, справилась со своей задачей Алена. Она там столкнулась с Ульяной Асаулой. Мяч уже на половине поля хозяек. Воскобович, против нее Нестюкович. Воскобович поднимает голову. Пашковская была рядом. Продолжает Минск контролировать ситуацию. Самойлова на Пашковскую, назад Белая. Да, хвалил я, конечно, много сегодня Аляну Мирошниченко, ну и о Валерии Белой тоже нужно сказать. Немало комплиментарных слов она заслуживает. Поиграла в России, но вот вернулась к родным пенатам в клуб, который ее взрастил, откликнулась на предложение. Ну и да, сборной Лера тоже играет. Футболистка, которая давно уже всем нам известна, и все ее сильные стороны также. Но, конечно, нет предела совершенству. Матильда Лужесникова, у Карповой что-то игра не пошла. Да, в особенности, конечно, третий мяч красноречиво вот свидетельствует, что да, эти ошибки преследуют экс-футболистку Витебска. Ну, и это класс. Опять-таки, ну, чем такие вот оплошности можно объяснять? Только
классом, в котором уступают могилевчанки своему сегодняшнему сопернику. Молодец, Алена Тусик-Грязнова написала. Ну, я так понимаю, что между вратарем и этим пользователем точно есть некие родственные связи. Подача белая на втором этаже. Удар по воротам Зубко наносит, но он не сильным оказывается. 38-я минута. Да, как же жаль. Как же жаль вот смотреть на этот счет. Счет крупный. Жаль в плане нейтрального, конечно, болельщика, коим комментатор и должен быть. Все-таки надеялся я на интригу, как в игре Днепра с Динамо БГУФК. На прошлой неделе тоже довелось мне на ней работать, так и сегодня. Но борьбы по счету, во всяком случае, не получается. И при этом вот не выглядит ведь совсем уж безнадежно Днепр. Сейчас команда неплохо работает в позиционной обороне. Даже попытка такого вялотекущего, что ли, контрпрессинга только что имела место. Демидова. Зубко назад играет на казахстанку. Демидова. Режет угол, передача, Нестюкович, Карпов вмешивается, Пашковская, прострел, но и Куты там все-таки не было, а должна была быть. Зашел Минск еще на 1 гол, но все, чего добились горожанки в этом моменте, это то, что соперник будет мяч водить от ворот. Снова идет этот розыгрыш Конева. И здесь спокойно снова с мячом встречается Мирошниченко. Ну, не знаю. Не знаю. Все-таки не отходит Могилев от своей вот этой игры, от этих розыгрышей. Можно, наверное, все-таки мяч туда вперед отправлять в надежде на борьбу. Больше играть верховыми передачами. Ну, повторяю, что Михаил Соболев гнет свою линию. Дела хорошо, Матильда, большое вам спасибо. Все очень даже хорошо. Только... Опять-таки нет интриги в матче, это меня немножко беспокоит. Понимаю, что вы за Минск болеете, но вот я ни за кого не болею точно. Поэтому, конечно, для меня видеть 3-0 уже какой там у нас 27-й минуте, это, конечно, грустновато, честно сказать. Якусик, Барбаренко. Мяч далеко отлетает от Валерии. Кута. Юлия Денисенко. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы вот лидерских качеств больше было у Юлии Денисенко. Она-то и должна быть лидером. Она все-таки капитан команды. Но, наверное, сложно приходится. Тем более, что много пропустила-то Юлия. Она в первом же межсезонном спарринге в Витебске сломала руку. И только вот с недавних пор может играть с первых минут. Восстановилась окончательно. Поэтому, конечно, тоже ей нужно время. Да, интересно, что у нас не отмечены капитаны команд в протоколе. Очень, очень это интересно. А хотя нет, вру, друзья, все есть. Не может не быть. Юлия Денисенко и Алена Грязнова, капитаны. Играет головой Нестюкович, Асаулов касание во фланг. Большой объем работы, кстати говоря, не только Надежда Воскобойч, но и Пашковская. Проделывает вообще правый фланг получше работает вот в этом первом тайме у Минска. Это надо признать и сказать точно, наверняка. Я думаю, что меня не обманывает то, о чем я говорю, да, вот эти посылы. Они верны. Ну, живчик такой приличный. Пашковская. Мы ее возможности, способности тоже знаем по выступлениям за АБФ У-19, ну и, конечно же, за сборную Белоруссии до 17, до 19 лет. Все возраста, конечно же, Лада Пашковская прошла. Грязнова. Михаил Готинский, не надо нам интриги. Ну да, Михаил, вам как болельщику Минска, естественно, зачем вам интрига? Сморгонь лучшая команда в чемпионате. Написала Матильда Лужесникова.
А я с Матильдой соглашусь в том смысле, что девчонок, конечно, надо поддержать. Сегодня команда, и сегодня, и завтра в том числе, команда Ирины Козеевой не играет, пропускает она тур. И хочется ее поддержать. В прошлом туре первый мяч забили подопечные Ирины Козеевой. Это в Бобруйске случилось. Конечно, в этом чемпионате с Маргони будет очень-очень сложно. Гораздо сложнее, нежели во всех предыдущих сезонах. Ну, когда команда полностью видоизменяется, от, начиная от главного тренера, заканчивая игроками, то, конечно, здесь... Тем более игроки очень юные. Здесь, конечно, по-другому быть не могло. Якусик на Цибульскую. Вперед на Барлюгову. Барлюгова не цепляется, а Михаил Соболев считает, что подталкивали Барлюгову. Снова главный тренер Днепра оказывает влияние на судейскую бригаду. Это нужно отметить. Но от бессилия чего только не сделаешь. Тренера, конечно, понять не мудрено. Тем более с учетом, да, характера, который имеет главный тренер Днепра. Да, никогда он не молчит во время игр. Заканчивается у нас основное время первого тайма. Ну и очень скоро уже Олег Гурченко объявит, сколько же добавит Мария Буйко. Были у нас остановки. Помощь Евгении Якусик, вы помните, оказывали. Седали Якутия. Но я думаю, что минуту, а может быть даже и две будет компенсировано лидским арбитром. Еще один фол со стороны горожанок. И у мяча Ксения Карпова. Вот всегда, когда говорю Ксения Карпова, у меня в уме Надежда Карпова. Российская футболистка. Давно она уже выступает за рубежом в чемпионате Испании. Но очень талантливо, конечно. Надежда выходит из ворот Алены Грязнова, соотечественница Надежды Карповой. Но сейчас ей привет передала со штрафного другая Карпова. Сколько же компенсировано? Одна. Все-таки 1 минута. Фол на Куте. И теперь уже попытаются горожанки привет передать Светлане Корбут. Сейчас мы посмотрим, как у них это получится. Хорошая Сморгонь была в прошлом году. Да, Михаил, Сморгонь, конечно, действительно серьезную силу собой являла. Боролась со всеми командами. Почти вот со всеми, ну за исключением, конечно, чемпиона и вице-чемпиона. Удар поворотом еще один наносит. Ульяна Асаула даже, это была, да, защитница, подключилась к этому штрафному, пробила, но пробила не точно, да. Теперь уже Сморгонь совсем не та, да, видоизменилась команда. Ну и Сморгони, кстати говоря, вот и Лиана Мирошниченко как раз-таки пришла сюда, вот в футбольный клуб Минск. Разбежались многие девчонки, кто-то уехал на легионерские хлеба, как Елизавета Болотян. Ну, в общем, об этом можно говорить бесконечно, а это делать мы не будем, потому что первый тайм у нас подошел к концу. 3-0, Минск впереди. 11-я минута Седалия Кута, на 27-й она сделала еще 3-0, ну а второй мяч провела Александра Самойлова. Что ж, друзья, вместе с командами отправляемся мы на перерыв.
Друзья, возвращаемся мы в Могилевский футбольный манеж. Второй тайм встречи 7-го тура женской высшей лиги. Днепр-Могилев-Минск 3-0 в пользу горожанок после первого тайма. Напоминаю, на 11-й минуте Кута вывела Минск вперед. На 17-й Александра Самойлова удвоила преимущество. Ну и все та же Кута на 27-й пока окончательный результат в этом поединке устанавливает. Но, конечно, думаю я, что это не последний еще гол в этом матче. Во всяком случае, хотелось бы, чтобы результативной у нас получилась и вторая половина. С вами по-прежнему Андрей Ильеня. И напомню я, составы команд в перерыве тренеры не сделали ни одной замены. Давайте смотреть, что здесь у Куты получится, а уж затем к составам я перейду. Белая там делает забегание, но белая все-таки бьет издали. Хотя надо было бы, конечно, извиняется сейчас белая перед Надеждой Воскобоевич. Так классно забегала по правому флангу. Могилевский Днепр. Светлана Коломейцева-Корбут вратарь, Виктория Барлюгова, Валерия Барбаренко, Алина Конева, Ксения Карпова, Каролина Житко, Яна Домин, Татьяна Нестюкович, Юлия Денисенко, Полина Цибульская и Евгений Якусик. Стартовый состав Михаила Соболева. Минск, Алена Грязнова вратарь. Давайте посмотрим, что здесь у могилевчанок получится. Доми, ну и нужно было бить поворотом, и пробила бы Виктория Барлюгова, если бы грамотно игру не прочитала голкипер из России Алена Грязнова. Ульяна Асаул, Карина Станкевич, Александра Самойлова, Валерия Белая, Ляна Мирошниченко, Кута, Мария Демидова, Надежда Воскобоевич, Лада Пашковская, Мирослава Зубко. Это ростер Андрея Пышника. Одна желтая карточка у нас была в первом тайме. Александра Самойлова получила это предупреждение за фол против Евгения Якусик. Но, в принципе, так не сказать, чтобы очень грубо девчонки играют. Да, фолы имеют место, но, опять-таки, без грубости обходятся команды. Это очень хорошо. Такой джентльменский женский футбол. Борьба там между Барбаренко и Надеждой Воскобоевич была. Пашковская. Якусик. Самойлова, Намирошниченко, Зубко. Неплохо комбинируют горожанки и гнут он не свою линию. Демидова мяч снова переводит в центр. Удар поворотом белой, но не точно. Возвращаюсь я к чтению чата. Да, я там говорил в перерыве по поводу однофамилицы Ксении Карповой. И вот Михаил Годинский, между прочим, очень дельное сообщение оставила. Еще есть Татьяна Карпова. Лучший детский тренер страны, футбольный клуб МИС. Да, действительно, с Татьяной Юрьевной я тоже очень хорошо знаком, поэтому, если она эту встречу смотрит, передаю ей привет. Ну и Михаилу тоже привет и благодарность вот за это сообщение. Именно маленьких девочек воспитывает и растит. Катерина Б. Минск, болеем за вас. Атака Минска. Кута! Удар поворотом 4-0. В начале 49-й минуты не оставляет мозамбийский легионер. Просто не оставляет шанса Светлане Корбут. Ну и, кстати говоря, сейчас вот приветствует она свою вот эту самую соотечественницу. Может быть, вам... Да нет, все вам хорошо видно. Большое спасибо оператору. Вот как раз-таки он акцентировал внимание, что Кута приветствовала Лонику Васку. Да, она пока вне игры, но вот опять-таки эти родственные связи, конечно, не родственные, а земляческие. Связи не могли не сказаться. Поэтому вот решила она вот так этот гол свой, уже третий в этом матче, отпраздновать. Счет 4-0 стал у нас на 49-й минуте. В атаке могилевчанки и здорово действует Алена Грязнова. Завтра у нас еще в Витебске будет один матч. Команда Сергея Вехтева сыграет с Бобруйчанкой. Ну и эту встречу также вы сможете увидеть на YouTube
канале «Женский футбол Беларуси». Ну и, друзья, также завтра у нас поединки турнира развития УЕФА среди девушек не старше 16 лет. Сборная Беларуси в 15 часов будет соперничать с турецкими сверстницами. На YouTube-канале АБФФ эту игру вы можете посмотреть. А если не хотите смотреть по средствам трансляции, то приходите на стадион по проспекту Победителей за Академией футбола. Натуральное, точнее, искусственное поле. Да, там одну трибуночку подготовили для зрителей. Может быть, не все даже желающие на ней помещаются. Но если захотите, место там обязательно себе найдете. И поболейте за команду Марины Лис. Грязнова. Станкевич. Отыгрывается со Саулой. Попытка от Каролины Житковой в одиночку. Прессинг навязать соперницам. Ну, сложно, конечно. И одной хотя бы заручиться помощью Барлюговой. Но такой массовый прессинг, конечно, могилевчанки идут с большой неохотой. Может быть, не умеют, может быть, не знают как. Ну, сложно. Сложно им это дается. Вряд ли кто-то с этим станет спорить. Конева просто вперед. Сыграла головой Юлиана Асаула. На подборе Домин. Ну, есть там Нестюкович слева, Домин с Самойловой сблизилась. Ну, почему с мячом не рассталась Яна? Контратака у Минска может получиться. Мирошниченко на направлении Надежды Воскобович. Мяч идет. Кута открывается по створу. Воскобович. Проходит она и бьет поворотом Белая. Но не получается, как следует у Валерии этот удар. Разыграли мяч футболистки могилевской команды от ворот. Житко. Да, Каролине сложно. Сегодня и так же сложно, как и в матче с Динамо БГУФК. Но сдаваться она не намерена. Идет сейчас Каролина по левому краю вперед. Натыкается на Ладу Пашковскую, но все-таки мяч остается у могилевчанок. Аут. Да, нет замен, но вот как раз-таки про запасных надо бы сказать. Это самое время сделать. Два вратаря в запасе у Минска. Это Валерия Вержбицкая и Марьяна Брилева. Кристина Киянко, Диана Бакум, Дарья Карабанько, Анна Годинская и Ульяна Узун. Досмотрим, что здесь у Днепра получится. Барлюгова за мяч не цепляется. Из ворот выходит Грязнова. Анастасия Михайлова, Александра Куратова, Марина Пушкарь. Ну, опять-таки, Пушкарь играть не может. У нее травма. Маргарита Лазаренко, Полина Курильчик, Валентина Капункина, Виолетта Лагутенко, Дарья Дашкова и Вероника Минченко. Это запас Днепра. Так что ждем мы, конечно, рокировок от тренеров. Подача от Куты. Выходит из ворот спокойно, забирая мяч в руки Светлана Коломейцева-Корбут. И за центр его выбивает. Ну вот никто сейчас Карине Станкевич борьбу не навязывал. А где там была Барлюгова, например? Ну вот теперь она с мячом встречается. Ну и передача ровно в ноги сопернику. Да, сложно, сложно Могилеву. Пашковская. Центр на белую и в разрез. За спину Валерий Барбаренко отправляется мяч. Воскобович притормаживает Надежда. Назад на Пашковскую. Та в касание, но играет головой Конева. Кто на подборе? Снова на подборе Воскобович. Удар поворота. Мяч в Коневу врезается. Ну и овладевает им голкипер Днепра. 75 зрителей в данную минуту вот на нашем YouTube-канале смотрит этот матч. Может быть, не так и много, но все-таки есть те, кто переживает, болеет, следит. Еще раз, друзья, скажу о том, что есть ссылки под этим плеером на социальные сети «Женский футбол в Беларуси». Поэтому подпишитесь, кто еще этого
почему ты не сделал? Я уверен, что, конечно, среди аудитории нашего канала на ютубе случайных людей нет. Если женский футбол любишь, то это уже навсегда. И вряд ли кто-то задерживается, если там ему он не понравился с первого раза. Аут в пользу Минска. Демидова. Кута. Одно касание. Зубко. Нужно бить поворотом. Она это и делает. И классный сейф от Светланы Корбут. Мяч все-таки ушел за линию ворот. Да, здорово. Сейчас Свет сыграла. Ну, в общем-то, она выручалась. Динамо не единожды уже об этом говорил. Но сейчас пришел ее черед снова это делать. Да, счет 4-0. Конечно, неутешительная цифра на табло. Но, тем не менее, вратарь, конечно, из игры выключаться не может. Замены. Замены сразу две проводит... Какая там у нас минута? 55-я, что ли? Андрей Пышник уходит с поля Мария Демидова. Вместо нее появляется Кристина Киянка. Все-таки может она играть. Ну и также Анна Годинская, как мы и предполагали. Да, вместо Самойловой она появляется на футбольном поле. Вместо игрока, который у нас сегодня забил и желтую карточку получила. Вот такими действиями отметилась 6-й номер, но она уже вне игры. Что ж, приветствуем на футбольном поле Годинскую и Киянку. Играет назад Станкевич на Пашковскую. Ну и посмотрите, Киянка-то играет не как обычно в обороне. Все хорошо, Саула на месте, Станкевич на месте, а впереди выходит играть. Хотя у нее был такой опыт, вы помните, да, друзья? В команде Зорко БДУ она в сезоне, вот перед тем, как отправиться в Минск, главное здесь не нарушать правила, Светлане Корбут, она это и делает. Да, может быть, немножко неуверенно сыграла, но исправилась. Так вот, в Зорке стала лучшим бомбардиром команды. Кристина Киянка забивать она умеет. Ну и сейчас как раз таки вперед выходит. Вот прям такой вот Иван Садовничий, что называется, в юбке у нас получился. Это футболист гродненского Немана, очень опытный. Он и впереди, и сзади может играть. Вот в зависимости от того, какую позицию ему Игорь Ковалевич на футбольном поле выберет. Ну, также и Кристина Киянка. Такой вот у нас универсал. Даже вот не знаю, на мгновение задумался, сколько этого универсализма так вот в сухом остатке рассматривать, если в мужском футболе и в женском. Зубко делает передачу на Куту, удар поворотом Асаула и на месте Светлана Корбут. Еще один сейф от голкипера Днепра. Браво, мы говорим Свете. Михаил Годинский рад выходу дочери на футбольное поле. Ну, кто бы сомневался, про мастер Годинская вперед. Еще одно сообщение пришло в чат нашей трансляции. Корбут сильно вперед. Ну, вот сейчас уже Киянка ушла как раз-таки на позицию защитницы. А поднялась чуть повыше никто иной, как Ульяна Саула, вот, которая сейчас поворотом пробивала, могла она и отличиться даже. Такие вот перестроения. Ну вот перед матчем, естественно, не мог я не поговорить с Михаилом Викторовичем Соболевым. Давно мы друг друга знаем. Но не по этой причине, конечно же. Не только, точнее, по этой я с ним общался. Просто вот надо было поговорить, обсудить предыдущий матч. Ну и, да, сказал Михаил Викторович, что, в принципе, это на замену особо выпускать некого, дабы усилить игру. Поэтому, конечно, вот с заменами он и не торопится. Да, действительно, на то ли 53-й, то ли 55-й вот эти две замены провел Андрей Пышник. Ну и на этом все пока в плане рокировок. Годинская. Мяч у нее в руках. Осматривается Аня. Ну и пытается его далеко туда за спину Куте забросить. Это получается сделать. Кута в одно касание на белую. Кута. Зубко до мяча не доходит.
Снова провал в обороне Днепра. Да, конечно, печальное зрелище для могилевских болельщиков, но как есть. Пока как есть. Карпова. Цибульская. На Карпову снова играет. В одно касание Конева. Ну и мяч уходит все-таки. Вот не смогла его укротить Валерия Барбаренко. Не держится. Не держится. Мяч не хочет он никак вот в ногах могилевских футболисток. Белая поднимает голову, но вот прицельно эту передачу сделать не сумела. Прерывает ее Денисенко на подборе Барбаренко. Барлюгова назад на Нестюкович. Ну и тут что-то непонятное. Вроде бы и есть стремление, есть желание. Мастерства не хватает. Явно не хватает. Ошибается Мирошниченко, на Марлюгову играет, но Юлия Денисенко, но здесь киянка здорово прочитала игру. Ну, счет 4-0, мне кажется, можно даже и других игроков на замену выпустить. Имею я в виду, безусловно, вратарей. Ну, вот два вратаря везет Андрей Пышник, да, в Могилев. Ну, почему бы вот при счете 4-0 кого-то не поставить? Удар в дальний угол! И не забивают Кута. И добить мяч тоже не получается у Надежды Воскобоевич. Еще один прекрасный момент случился в самом начале 62-й минуты. Житко. На Барбаренко. Барбаренко пытается обострять, но, опять же, сильно и зряче эту передачу сделать не удается. Белая. Да, еще две замены. Вот как раз-таки будто меня слышит Андрей Пышник. Выход 1 на 1. Зубко. Корбут. Главное здесь не фалить. И мяч в воротах все-таки оказался. 62-я минута. Мирослава Зубко 0-5. Да. Две замены, но замены не вратарей. Кута уступает место на поле Ульяне Узун. Она выходит под 44-м номером. Ну и под 13-м Диана Бакум появляется вместо Лианы Мирошниченко. Таким образом, 4 замены. Киянка, Годинская, Узун, Бакум на футбольном поле оказались. Ну и вот снял с игры сразу двух футболистов, которые сегодня забивали. Андрей Пышник. Самойлова, Мирошниченко, Кута, Демидова. Эти игроки уже не на поле. Здесь Ксения Карпова завалила такие Ульяну Узун. В прошлом игрока команды АБФФ У-19. В прошлом году еще она играла и в сборной до 19 лет. Но вот во втором раунде в Лиге А она уже не сыграла, потому что в межсезонье у нее выпало, не получилось, ничего, искала на клуб, ну, в общем-то, так, знаете, находилась в поиске, наверное, но все-таки нашла себе пристанище здесь, вот под крылом Андрея Пышника, Ульяна Узун. Молодой игрок, у нее, конечно, все впереди, но самое главное, конечно, не снижать к себе требовательность. Яна Домин, против нее Пашковская, Домин к линии ворот сдвинулась, прострел сделала, но на месте Карина Станкевич. Карпова. Точный пас на Домин.
Но вот почему сейчас надо было отыгрывать назад, попробовать мяч принять, уйти. Но да, опять же, можно долго рассуждать, но от этого ничего не изменится. Надежда Воскобович выходит на футбольное поле. Вместо Дарьи Карабанько и 2 замены делает Михаил Соболев. Две замены, но, наверное, в следующей паузе или нет? Нет, все-таки выходит Анастасия Михайлова вместо Евгении Якусик. И еще один игрок. Вместо Татьяны Нестюкович. Это Александра... Нет. Александра Куратова. Да, пока не могу я понять, кого же... Кто вышел на замену вместо Татьяны Нестюкович? Узун штрафной площади. Удар по воротам от Лады Пашковской, но здесь Цибульская здорово отработала. Домин. Домин. Смещается в центр. Ну и что, надо попробовать пробить все-таки. Нет, хорошая передача идет на Виолетту Лагутенко. Да, именно она появилась на футбольном поле. Ну и вот Виолетте немножко опыта сейчас не хватило. А могла ведь она пробить по воротам. Да, Виолетты хороший, в принципе, такой полуподход, наверное. Так, такую дефиницию от CMU действия дам. Но без опыта сложно. Это все, я думаю, понимают. 85 зрителей смотрят нашу YouTube-трансляцию. Большое спасибо всем, друзья. И сегодняшний игровой день 7-го тура женской высшей лиги заканчивается как раз-таки в Могилеве. Да, счет 5-0. Ну и что? Получается, что у нас вот сегодня все 4 матча разгромами завершаются. 0-8, 0-12, 0-4, сейчас 0-5. Бакум. Бакум, выход 1 на 1, справляется Светлана Корбут. И Диана Бакум выжимает только угловой после этого момента. Валерия Белая в отсутствии Ляны Мирошниченко будет исполнять этот стандарт с угла поля. Мы помним, как забила Александра Самойлова уже в доигровке как раз таки углового. Ну и не зря, конечно, такую делаем засечку в памяти. И смотрим, Белая делает подачу. Не выходит из ворот Корбут, добивание. Ну и киянка почти забила. Снова Света выручает Днепр. Ей памятник, конечно, болельщики Днепра должны ставить после этого матча. Да и, опять же, в Минске неделю назад она тоже очень здорово играла. Юлия Денисенко встречается с мячом Михайлова, но не цепляется. Станкевич. Белая во фланг. Там Карабанько, и Даша оказалась в положении вне игры. Да, еще одна бывшая футболистка сборной Беларуси до 19 лет. Ну что, будет она стучаться, друзья, как вы думаете, в двери уже национальной команды? Таких много. Это и Ульяна Узун, это и Лада Пашковская, это Александра Самойлова. Ну, те игроки, которые горнило проекта АБФ У-19 прошли, они, конечно, потенциально игроки сборной Беларуси, но это всего лишь с оговоркой вот этой самой потенциально. Как дальше они будут к себе относиться, как к спортсменкам, от этого многое будет, конечно, зависеть. Но еще, безусловно, от Юрия Малеева. Асаула.
Зубко. Снова на Саулу. Есть в позиции нужной Бакум. Нет положения вне игры. Бакум. Подача в штрафную. Там никого. Только Конева. Головой она играет. Подбор. За Борлюговой должен остаться. Да. Мяч в ногах Виктории. На Лагутенко. Ну, ее, конечно, Годинская опередит. Ну, вот поспешила. Поспешила сейчас Борлюгова. И снова все порвалось у Днепра. Да, таким образом, вот в ростере резервистов Андрея Пышника осталось только Валерия Вержбицкая и Марьяна Брилева, вратари. Но опять-таки, может быть, там тренеру вратарей удобно работать с 3 голкиперами, да? Поэтому вот и везут они и Брилеву, и Вержбицкую. Да, конечно, для Марьяны вот... апрель получился не очень хорошим, была очень раздосадована тем, что уже вот находясь почти вот в выездном составе сборной в Сербию, молодежной сборной, имею я в виду, на второй раунд Лиги А чемпионата Европы, получила она перелом пальца, но и, к сожалению, со сборной не полетела. Очень была, конечно, опечалена и... раздосадована, мягко говоря, Марьяна, но опять-таки у нее все впереди. Талантливый вратарь. Конечно, нужно ей играть. Нужно играть ей, Вержбицкой, но вот за спиной Грязновой как это делать? Опять-таки. Да, такая специфика нашего чемпионата. Здесь полуподход к воротам Грязновой с участием Анастасии Михайловой, но ничего опасного. Да, нужно искать себя, может быть, не в Беларуси, но такими темпами уверен я, что отправится на легионерские хлеба, это же Брилева. Если играть она в Минске не будет. Но опять-таки, да, понятно, что команды, ставящие самые высокие цели, они заручаются поддержкой надежных вратарей. У «Динамо» сейчас Катя Ковальчук, Алена Грязнова у Минска, ну и вот... Залетова, Брилева, Вержбицкая, кого там еще, Софию Метельскую, да, я забыл. То если говорить про наши основные команды, у них, конечно, шансов играть немного. Да, понятно, что выходят все-таки там с этими вот командами нижайшего эшелона вратари. Но, опять-таки, да, это совсем не то все. Главное, чтобы сейчас без травмы обошлось. Белая на газоне оказалась. Будет ей оказана помощь. Да, резонное замечание, кстати говоря, от Михаила Годинского. Дарья Карабанько 6-го года рождения, да, еще по возрасту она подходит. Вот сборной до 19 лет, 6-7 год. «9 января родилась 2006 года Даша. Ну вот в первом раунде точно осенью сможет на нее рассчитывать Владимир Шинтиков, но вот как там дальше? В следующем раунде, вот тут я уже не знаю, как там по регламенту УЕФА, если игрок, по-моему, начинает, он может и продолжать. 6-й год еще в деле будет. Да, Михаилу спасибо за уточнение, действительно, это так. Ну, в любом случае, конечно, вот все чаяния по поводу сборной молодежной, это, конечно, хорошо, но я думаю, что у Дарьи Карабанько планы не останавливаются именно на команде до 19 лет. Падает Полина Цибульская в борьбе с Бакум. Пашковская. На Узун. Узун мяч корпусом пытается укрыть. Пас назад на Бакум. Белая.
На нее должна была Михайлова выдвинуться. Сейчас на Годинскую выдвинуться должна Домин. Она это и делает. Мяч перехватывает. Точнее, это Лагутенко все-таки была, а не Домин. Каролина Житко. Разрез между защитницами, но там Барлюговой нет. Сложно. Сложно дается в 7-му номеру вот эти вот открывания все. «75 минут команды уже у нас сыграли. Да, ну, по поводу результата давно здесь все понятно. Тем более, что, ну, всерьез обновился-то состав. Сразу 5 новых игроков появилось на поле вот в течение второго тайма. Поэтому, конечно, все здесь меняется. Удар поворотом Узуны и на месте Корбут. Ну, сегодня предотвратила Светлана много голов. Уже, наверное, сейва 4 она сделала. Ну да, при счете 0-5, конечно, может быть, это слабое утешение. Но, опять же, ну вот Корбут, какие вопросы? Может быть, при первом голе, да, единственное, немножко не выручила она. И то, там, винить ее полностью в этом мяче не поднимается, не поворачивается язык, не поднимается рука. Да и провалился правый фланг, за который отвечала Барбаренко. Да и центр обороны тоже там сыграл вообще отвратительно. Уж простите мне это слово. Подача от Белой. Выбивает мяч, правда, недалеко Корбут. Удар по воротам. Надо мяч выбивать подальше защитницам. Пашковская. Белая. И снова кулаками играет Светлана. Корбут. Барлюгова. Цибульская. Домин. Яна мяч теряет. Узун. Узун смещается и хорошую передачу делает на Зубко. Зубко 6-0. Мирослава Зубко тоже в этом матче. Ну, тоже здесь не подходит слово. Дубль. У Куты у нас хитрик. У нас, соответственно, на 76-й минуте делает дубль Мирослава Зубко. 6-0. Почему Даша Михан не играет? На это надо спросить у Сергея Вехтева. По-моему, она на замену выходит. Или о чем речь, Эльвира Влажная? Я у вас здесь интересуюсь, реагирую на ваше сообщение. Дарья Михан, почему Конок не играет? Где не играет Конок? Конок играет. Основной вратарь Витебска. Не знаю, о чем речь. Даша, привет, тебе передаю. Положение вне игры Барлюгова оказывается. Пинск вперед, Матильда Лужесникова. Грязнова мяч отдает Сауля. Конечно, хочется всем девчатам травмированным пожелать здоровья. Скорее вернуться в строй. Это и Вики Казакевич касается, и Марины Пушкарь, и Александры Ковалевой, той же. Да, Валентины Капункиной. Поскорее, конечно, им бы оправиться от травм, помогать своим командам, ну и получать удовольствие от любимого дела. Да, и Алину Абдулаеву тоже я незаслуженно забыл, вот, справляюсь. Травмы — это всегда плохо. Но главное здесь не наварить, что называется. Мяч все-таки выбивает далеко, и в борьбе оказывается Диана Бакум на газоне. Штрафной удар.
Валерия Белая. Ну, в стенке там Юлия Денисенко у нас. Ну, Ульяна Узун, конечно, хорошую передачу отдала в разрез между защитницами на Мирославу Зубко. Вот как раз-таки на той самой 76-й минуте тоже вот вышедшая на замену 44-й номер отметилась хорошей передачей, результативным действием. Вот вспоминаю, что прошлые сезоны в Минске под 44-м номером играла Валерия Богдан, между прочим, ныне вот защищающая цвета московского «Спартака». Команда играет в первый сезон в российской суперлиге. Хороший состав там подобрался у Вадима Козлова, кто следит за суперлигой. Там и та же Машина оказалась, которая в Минске выступала. Еще опытные россиянки, но Богдан сложно конкурировать, да, пока преимущественно она появляется только вот в конце игр. Ну вот меняет ее на поле под 44-м номером все тем же Ульяна Узун. Узун, правда, у нас игрок созидающий. А Валерия Богдан, как мы помним, фланговая защитница. Пас вперед Зубко, перехват Денисенко. Ошибается Юля, Зубко. Ну вот проверить между... Не получилось у нее у Карповой. Карпову. Все-таки угловой Мирослава Зубко зарабатывает. Да, счетик надо бы поменять, конечно. Счет 6-0 на графике. Я к коллегам обращаюсь. Если меня там слышно в студии в Минске, пожалуйста, надо это сделать. Да, спасибо большое Матильде за это сообщение. Белая. Бакум. Розыгрыш последовал. И Валерия Белая. Заброс по створу. Там только Корбут. Да нет, синяя это могилевчанки. Днепр. У нас сегодня Днепр играет. Витебск, Эльвира играет завтра. Так что можете эту встречу посмотреть. И там ваш вопрос, если не будет, конечно, играть ни Конок, ни Михан, будет уместен. Да. Иногда очень полезно смотреть вот на табло. Так, еще замены у нас у Днепра. Житко уходит с футбольного поля. А нет, Житко остается, Домин уходит. Полина Цибульская уходит. И появляется под 3-м номером Александра Куратова, под 14-м Полина Курильчик. И Маргарита Лазаренко также. Да, и Барлюгова ушла также с футбольного поля. То есть Цибульская, Барлюгова и Домин. Вместо них Куратова, Курильщик и Лазаренко. Ну и, насколько я могу понять, всех, кто мог играть, кто находился в ростере, вот появились на футбольном поле. Еще раз скажем: Лагутенко, Курильчик, Лазаренко, Куратова, Михайлова. Тоже 5 замен, как и Андрей Пышник сделал. Ну, в общем-то, здесь все понятно. Это гол! 1-5! Вот это да! Ну да, в принципе, я так не эмоционировал ни по одному из голов, которые горожанки проводили, но, конечно, когда вот такой счет, хочется порадоваться именно за команду, уступающую в счете. 1-6. 1-6. Вот так. Ну, вот один забили могилевчанки. На исходе матча, да, воспользовались они, конечно, ошибкой соперниц, да нельзя расслабившихся. Ну и кто там, Каролина Житко или нет? Болельщики сразу завелись на трибуну. Почему бы и нет? Пока я здесь протокол изучал, вот такой гол случился. Ну и
Конечно, это не сильно печалит горожанок, но вот статистику, например, Алене Грязновой этот гол подпортил. Да, это Каролина Жидко, ее 8-й гол в этом чемпионате. Вот кто не сдается, это Жидко и Светлана Коломейцева-Корбут. Хочется, конечно, комплименты им отвесить, что я с удовольствием и делаю. 1-6. Корбут за центр. Пытается мяч вынести. Там в борьбе все-таки была хороша Нагодинская. Узун. Белая. Нагодинскую направо. Ну и там наступили на ногу, что ли. Карабанько. Все нормально, играть-то можно. Белая. В касание Бакум. Делает забегание Пашковская. Передача от Бакум идет на Зубко. Зубко. Удар поворотом. 1-7. 1-7. Зубко. Ну что, у нее тоже хитрик. Жидко отличилась на 84-й, а Зубко на 86-й. Да, вот сегодня у нас по хитрику Куты и Мирославы Зубко. Вот Зубко классный матч провела-то против Брестского Динамо. И сегодня она просто феерит. 3 мяча. 1-7. Результативным у нас. Очень результативным получается второй тайм. Много голов мы с вами увидели. Пять мячей сразу. Напомню, что после первого тайма счет был 0-3. Смотрим дальше. За концовкой этой встречи Зубко, да. Зубко таким макаром может на себя внимание и главного тренера сборной Беларуси обратить. Если, конечно, продолжит в том же духе, ну, будем следить, безусловно, за тем, как будет вот прогрессировать и будет ли дальше. Будет держать марку Мирослава Зубко. Так, вот немножко поменяла, мне кажется, на позицию. Действовала на фланге больше. Ну, а вот с этими перестановками, с большими изменениями в составе, так из глубины больше старается она атаковать. Мяч доходит до Лады Пашковской. Точную передачу она не сделала. Жидко. Налево. Там Киянка выносит мяч подальше. И главное, точно, посмотрите, Алена Грязнова с мячом встречается Карабанько. Все-таки проверила Мирка Красотка. Ага, вот, вспомнил Лизавету. Конечно, как я о ней мог забыть. Елизавета Искарева тоже травмирована. Лиза, привет тебе и скорейшего восстановления. Все-таки проверила это по поводу между ног, да, Карповой. Зубко, да? Насколько я могу понять сообщение ваше, Елизавета. Ну, согласитесь, вот когда с интерактивом, как-то комментаторы обращают внимание на чат, конечно, так интереснее, да, смотреть эту игру, больше вовлекаешься. Узун на Карабанько. Ну что, еще голы у нас будут сегодня? Ничего себе. Нет, Конева, и это только угловой. Ну вот благодаря Алине не смогла Карабанько там разящий удар, может быть, даже и в дальний угол нанести. 89-я минута у нас на исходе. Если в Динамо перейдет, то, конечно, Зубков будет в сборной. Ехидничает сейчас Ниси 13. А вы уж сами, друзья, понимаете. Я думаю, что вы знаете. Кто скрывается под этим ником? Удар поворотом. Не таким уж точным он оказался от Ульяны Асаулу. Но это ее уже второй удар. Первый был поопаснее. Там пришлось непосредственно в игру вступать вратарю. Комментатор из Могилева.
Ну, как сказать, да, 9 лет я здесь прожил. Здесь, если в этом разрезе сказать, то, конечно, в какой-то степени да. Это вот ProMaster написал у нас. Ему тоже привет. Ну что, сколько добавить? Много было замен, сразу 10, да, вот по ходу второго тайма. Да, 2 минуты. Ну, здесь все понятно по поводу результата, поэтому решила уже не затягивать время игры. Мария Буйко. Еще 120 секунд мы с вами увидим этого поединка. Корбут далеко вперед. Михайлова. Испугалась мяча. Пашковская. Бакум. Зубко налево. Очень неплохо. Пашковская набирает скорость. Ну и что там? По створу Узун открывается. Мяч до Узун доходит. Это гол. 1-8. Ульяна Узун с передачи Лады Пашковской. Что это у нас выходит? Связка БФФ У-19 сработала сейчас. Да, 1-8. Снова пропускают во втором матче подряд Днепр 8 мячей. После 4 подряд побед. Вот с начала чемпионата 2 подряд очень болезненных поражения случаются. Ну, сегодня хотя бы гол забили могилевчанки. Каролина Житко это сделала, но да, это, конечно, очень слабое утешение. Узун 1+1, да, вот такой выход на замену Ульяны. Гол плюс пас. Ну, а Михаил Викторович Соболев там с одним из своих помощников общается. Да, не слышны больше его... Не слышен его голос. Денисенко. Ну вот доходят где-то примерно до границы штрафной площади могилевчанки. Ну а затем, конечно, сложно им приходится. Карпова. Протыкает мяч. Михайлова. Ну и все, на этом дает финальный свисток Мария Буйко. 1-8. С таким счетом заканчивается у нас встреча 7-го тура женской высшей лиги Днепр-Минск. Меня зовут Андрей Ильеня. Всего доброго, друзья. Услышимся на матчах чемпионата Беларуси по футболу среди женских команд. До свидания.